Ассаламу алейкум. В эфире программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о ситуации вокруг СВО с нашим экспертным политологом Абдуллой Истамуловым. Абдул, Машаллах. Всех беспокоит один вопрос. Когда все закончится, ну, наверняка на этот вопрос ответа пока ни у кого нету. И все же, каковы прогнозы? Я думаю, что ответ есть, и он довольно-таки необъемный, скажем так. Когда задачи будут выполнены, вот тогда и закончится. Или заказчик этой идеи, вторая уже конспирологическая версия, когда заказчик посчитает, что его цели, задачи, они выполнены, вот тогда закончится. Я думаю, что цели определенные, которые были поставлены российским руководством, они где-то на большей половины они уже выполнены. Вот когда до конца они будут реализованы, вот тогда и, скорее всего, закончится. Как бы не грозилось, как бы не выступал Зеленский, не знаю, где угодно, говоря о чем угодно, вот, какая бы помощь ни поступала, но задача стоит, и задача будет выполнена, на мой взгляд. Вот. И ну, сроки, если заговорили о переговорах, значит, в определенном смысле на 80-90% российская сторона посчитала, что ее задачи выполнены в этом смысле. Вот. Это автономия областей и некоторые области, которые вошли в состав России, они там остаются. То есть примерно вот такая задача. Но самая главная задача, которая была изначально, это чтобы Украина имела не блоковый статус, то есть она не войдет ни в НАТО, ни в другие блоки. Насколько согласен Запад? Ну, я думаю, что Запад с этим согласится. Лишь бы не платить больше денег. Да. Не то, что не платить. Дело в том, что они не платят, Хамзат. Вот, надо и нашим зрителям знать, и нам с вами, что никто ни за что не платит. Они платят только себе. Они развивают свой военный комплекс, для себя рабочие места. Старое вооружение, которое, если эта война бы не было, для них она должна была быть придумана, Хамзат. Дело в том, что все эти миллиарды, которые сотни миллиардов, они просто остаются в ВПК Штатах, их филиалы там в Германии, где-то еще где-то. И даже вот их сателлитам, они тоже избавляются от своего старого вооружения, и вместо них на эти деньги новое, уже на 2 порядка более современное, закупается оружие, и оно опять складируется и вооружается их невооруженные силы. То есть Украина не получает этих денег, надо это просто понять. Значит, война, она не для пользы Украины. Война и наркотики – это самые большие деньги на земле делаются. Вот. И здесь это просто бабки, довольно-таки значительные бабки. Вот надо. И еще война – это прогресс, потому что там испытывается вооружение, технологии. Просто бизнес. Вот. Для некоторых людей, кто стоит за этой идеей этой войны, этого конфликта, это да, это бизнес. Мы видим, что в Европе все чаще и чаще начали говорить о том, что война ничего хорошего не принесла Европейскому Союзу, но зато стало много банкротов организаций, бизнеса и похолодало в Европе. Может ли это способствовать тому, что все-таки Европа одумается о том, что не стоит вести эту кампанию? Я скажу больше, Хамзат. Дело в том, что Штаты очень аккуратно скинули эту заботу, так скажем, об этой войне. Они скинули это на Европу. Абсолютно все. И в плане финансовой части, и политической, и даже экономической. Вот начало Нового года и до сих пор все это время вот этот проект, этого скидывания, оно и реализовывалось. Штаты просто его сами за этим стояли, это было очень выгодно им, они его сейчас потихоньку скинули. Нам надо понять, что западный мир, он не един, даже в большей степени, он противоречит друг другу, и там есть здоровая конкуренция, очень даже нездоровая, здоровая, и та конкуренция, она существует. Дело в том, что за последние 1,5 года, пока этот конфликт начался, очень много под этим видом, под этой маркой, по этому поводу
очень много технологий сбора многих вещей закрытых, они, интеллектуальные продукты, они перекинуты в Штаты из Европы. Плюс деньги, в громадном смысле слова этого для нас, в любом случае, сотни миллиардов денег, они, те, которые зарабатывались, нарабатывались некоторые идеи, они тоже ушли, и люди, которые нарабатывали эти идеи интеллектуально, они тоже перешли в Штаты. Плюс мы под этой маркой имеем в виду, что чипы, они теперь разделены на 3 больших центра. Сейчас, кроме Тайваня, будет Южная Корея и еще Япония. Вот. Они будут разные направления эти чипы производить, но опять же заказчики и устроители – это наш заокеанский партнер. То есть на выходе, отвечая на ваш вопрос, Европа завязла. Больше всех, даже больше, чем Россия, вот в этом конфликте, проигравшим может оказаться на выходе Европа. На нее свалили абсолютно все, экономически, политически. Беженцы. Да, все фактически свалено на Европу. И теперь и финансовой части вот, принято решение, что Европа будет оплачивать дальше, и они отвечают. Тем более Европе меньше всех и надо было, это ее территория. Понимаете, это рядом, это экономические, политические интересы Европы. То есть аккуратно скинули на Европу, и вы сами затронули этот вопрос, что Европа начала уже возникать, выражать недовольство. Да, они поняли, что их просто подставили. Выгодно, в первую очередь, это было Штатам. Почему? Мы знаем, что и технологии, и промышленность, и многие производители, они были в Европе, кстати. Вот. Особенно в авто, в нефтяной промышленности там, и других вот таких там, передовых вещах, ну, кроме, может быть, алмазов, ядерная техника. И в остальном это все, и технологии во многом базировались в Европе. Штаты потихоньку это все перетянули под маркой то, что это опасно, Россия агрессор, вам тоже может влететь. И поэтому под этой маркой они все забрали туда, многие забрали туда. То есть на выходе мы получили, что один, кто выиграл от этой войны, от этого конфликта, от всего, что происходило вот за последнее, это западный мир в лице Штатов как офиса. Ну а так это руководство или владельцы, скажем так, транснациональных корпораций. То есть вот кто истинно, кто выиграл. Война, кровь, Абдулла, слезы, все это осталось. Все Украина, Россия, Европа. Все смотрят сейчас, ожидают выборов президента США. Я не забываюсь про выборы президента Российской Федерации, но все ожидают от выборов президента США, что все-таки ситуация как-то может поменяться. Вообще стоит ли об этом думать, будучи в этой ситуации, как США, будучи в этой ситуации как основным игроком? Да, вы правильно, Хамзат, заметили, в первую очередь, и во многом это может повлиять не на саму ситуацию, а имеется в виду там, региональном плане, там, где-то там какие-то точки. Нет, а в глобальном смысле. Если кандидат Трамп, так скажем, образно говоря, человек представляет одну группу, которая настроена
не изоляцию Штатов, а чтобы Штаты не тратили деньги на остальное и тратили только на усиление внутри экономики, и через это, будучи первым среди равных или вообще первым абсолютно во всем, вот это глобальное доминирование, а остальное это так себе, наша площадка. Вот идея, на которой базируется Трамп, и идет к ней. Его оппоненты, они вкладывали деньги, базы по всему миру, контроль, экономические пакеты и другие инструменты, в том числе мода, бизнес, банки, кредиты. То есть вот это весь инструментарий, через который они и контролируют, кстати, и делают огромные деньги. То есть вот это вторая группа. Вот идет конкуренция, чей кандидат станет президентом, значит, этой группой будут решать во многом и политические ситуации, и за пределами тоже, и в том числе и конфликты. Вот кандидат Трамп, общем говоря, вот эта группа, она может заставить Украину пойти на переговоры и закрыть эту тему. Довольно-таки, может быть, как бы многим это не хотелось, но эту тему закрыть, потому что им это невыгодно. Угу. Еще один вопрос. Рождается новый вопрос касаемо ВПК, касаемо ЦРУ, Пентагона и так далее. Мы все прекрасно помним пример президента Джона Кеннеди, который был против вообще войны во Вьетнаме, был против ядерной программы Израиля в городе Димон. И главное, против РС. Ну да, все-таки вот эта вот гипотеза о том, что Кеннеди был против РС и пытался ее закрыть, все-таки, мне кажется... Нет, он не пытался ее закрыть, но сама идея негосударственного контроля, он был ее сторонником. Государственного контроля. Государственного контроля. Да. Так вот, а у некоторых, так сказать, конспирологов есть мнение о том, что, и это же мнение высказывал и Муаммар Каддафи, о том, что все-таки Кеннеди убрали за ядерную программу Израиля, на которую он не хотел давать добро. И все же, если, допустим, Трампа выбирает президента США, и он говорит, все, прикрываем лавочку, насколько вероятно, что его могут завалить? Ну, Вот на всякого Кеннеди найдется Гувер. Угу. Это вполне реально и вполне возможно, что вторая сторона, они примерно равны по силам. Одна идея, одна идеология, одна программа или проект, это, как я уже говорил чуть выше, это глобальное доминирование, это через инструменты, через контроль экономики, плюс идеология, посадить людей на кредиты, там, через моду, через всякие вот эти вещи, контролировать людей и делать их зависимыми, и так править миром. Вот это одна часть. А вторая конкуренция, она больше в Европе, она больше связана с половиной изначально, откуда появился, его еще называют Старый Свет. Они настроены так же, как и раньше, контроль через государство. Само государство контролирует они, а государство контролирует своих граждан. То есть вот так. Влияние в этом государстве. Экономический блок, спецслужбы и так далее. Они берут под контроль и выбирают они власть. Но главное государство, они контролируют само государство через своих людей, а само государство через законы контролирует людей. Вот так они правят. Вот это две идеологии, вот она идет сейчас, она между собой конкурирует. И выборы президента штата, вот эти группы, они выбирают, то есть это может, как вы видите, я же перечислил, да, инструментарий, который обладает обе группы, так они примерно равны в своих возможностях. Вот если выиграет одна сторона, вторая может, грубо говоря, завалить, вот то олицетворяет вот эту группу. Президент, давайте вспомним, очень самый яркий, на мой взгляд, кроме отцов основателей, был президент Рузвельт. 3 срока, да? 3 срока, единственное. И плюс человек не глупый.
Когда его советники и помощники, после того, как уже было принято решение, что вот этот срок заканчивается, да и здоровье у него, они пришли и сказали, кого нам, господин президент, кого нам дальше поддерживать, с кем мы идем дальше в команде, кого. Он сказал, он ответил буквально так, потому что я сам лично слышал от дочери одной из его советников, она нам читала лекцию в Вашингтоне, вот, она рассказывала, что он ответил буквально так. Ее мама рассказывала. Вы что, не знаете, говорит, вы что, не знаете, говорит, что президентов не убирают, говорит, президентов подбирают. Отбирает. Вот ответ. Вот в этом заключено, потому что он представляет эту группу. И она сильная. Да, и то, что эта группа говорит, он и делает. Еще еще один такой интересный момент, явление, то, что происходит сейчас в США, и о том, что люди все-таки делятся на два блока, те, которые яро стоят за идеей Трампа, закрыть границу с Мексикой и так далее. Вот одним из штатов Америки является Техас, который очень радикально к этому вопросу отнесся и не стал слушаться правительства. И туда вот правительство США все-таки решили кого-то вести. Я не знаю, насколько сейчас это там разошлось, насколько это разгоняется, но кажется, что все-таки Техас является одним из самых влиятельных штатов Америки, если я не ошибаюсь. И если я не ошибаюсь, то в Далласе и президента Кеннеди убили. Как так получается, что отдельно взятый штат имеет такое влияние и имеет право идти против государства? Хамзат, изначально, когда отцы-основатели строили Америку, изначально Америка была создана из этих отдельных территорий. Они изначально были типа отдельным государством, отдельным конфедерацией, которая управлялась в большей степени самими жителями, вернее, самим гражданам этой конфедерации. Вот, во многом. Вот. И когда было принято решение, что эти 13 штатов первые решили, что они объединяются в конфедерацию, действительно конфедерацию, не федерацию, а конфедерацию, со своей конституцией, со своим уставом, со своим стандартом, абсолютно со всеми своими. Кроме того, 2-3 федеральных налогов и военного составляющего. Остальное все это отдельное государство. Вот так они объединились. И так до сих пор вот эти привилегии у этих штатов остались. С Техасом отдельная история. Техас принадлежал Мексике. И самое большое сопротивление идеи штатов как федерации в нашем понимании вот, был Техас. Он всегда был наполовину сепаратистом. Всегда. И свободные головы, они всегда там избирались, и они влияли на политику штата. Но не это пример, как вот, который вы привели, последний, что они сопротивляются там этим. Да? Нет, все в тех рамках, в которых называется американская демократия. Но на выходе они получают то, что они хотят. Вот из этих рамок дозволенного ничто не выходит. Поверьте мне, человеку, который довольно долго изучал эту систему, и не только бывал там, а просто ее изучал. То есть это явление не является такой вещью, которая не выходит из рамки дозволенного в Соединенных Штатах Америки? Оно не влияет в общем на ситуацию, на решение, на принятие решений и на результат. Не влияет. Но это позволяет лишний раз нам, внешним акторам, показать, что в Америке возможно все. Возможно, нашим зрителям покажется, почему мы так долго говорим про Соединенные Штаты Америки. Наверное, стоит объяснить, что США напрямую влияет, является одним из закулисных игроков, которые всю эту ситуацию развязала вокруг Украины и так далее. Вот. И, не только Украина, но и ситуация на Ближнем Востоке тоже, кстати. Да, кстати, вот как ты считаешь, Абдулла, все-таки ситуация на Украине, ситуация в Газе, насколько это все взаимосвязано? Скорее всего, на мой взгляд, это череда. Череда тех конфликтов, которые были заложены изначально самим заказчикам, самим устроителям.
Вот. И если там есть экономическая составляющая, это один вопрос в большей степени. Если только политический, тогда он связан или идеологически. То есть это еврейский вопрос, это политический вопрос, потому что это связано с геополитикой большой. Именно вот. И есть третий вопрос, это экономический, что там типа того много чего заложено вот в этом газе, то есть имеется в виду ресурсов. Вот три объясняемые причины. Но на мой взгляд, здесь объяснение довольно несложное. Все три вот эти компонента, они там присутствуют. Но они инструмент. Интересантом на выходе, опять же, кто в этой ситуации выиграет, скорее всего, мы получим, опять же, того же игрока, про который мы сейчас с вами говорим. Мы его получим. Дело в том, что, на мой взгляд, астафирулла, Израиль тоже жертва. В каком-то смысле Израиль тоже подставили. А мы об этом узнаем чуть позже. Дело в том, что если ты делаешь то, что тебе невыгодно на выходе, может быть очень невыгодно на выходе, вот ты теряешь репутацию, деньги, исторически ты проигрываешь, исторически, значит, долгосрочную. И ты навсегда теряешь роль жертвы, которая 3000 лет с таким трудом этот народ нес. Самое худшее, что мог бы этот народ сделать, это то, что уже идет сейчас, это было сделано. Но не от тебя. Там политики говорят, там Нетаньяху, его партия, там им было выгодно, чтобы они посадили. Но это все инструмент, это все косвенные вещи. Самая прямая вещь, то, что это действительно выгодно. Выгодно людям этой национальности, но которые живут в другом месте, и на выходе они являются его заказчиками, потому что они же получают глобальные дивиденды от того, что происходит. Дело в том, что это отвлекает, это порождает отдельных игроков, это развивает технологии, и плюс они на выходе получают еще и кое-какое противоречие между религиями, национальностями. Дело в том, что когда люди начинают думать и задумываться, что же за этим стоит, кто же за этим стоит, вот почему мне так плохо, вот я мусульманин, я еврей, мы жили там до 1000 лет, вот почему мы не можем жить здесь вместе, вот почему экономически мы живем в этих песках, а не как там в Саудовской Аравии, у нас нету там, деревьев, там, парков, там, еще чего-то. Вот почему мы живем так? Вот этот вопрос эти люди не должны никогда задавать, типа того. Почему? Они постоянно будут, под напряжением, они будут друг другу грызть глотки, там, ненавидеть друг друга. Вот это должно быть. Это и есть те инструменты, через которых общество нет единения и нету этих вопросов. Понимаете, о чем я говорю? Вот это есть одна из главных, на мой взгляд, одна из главных целей. Конфликты будут. Их будут искусственно создавать. И именно ради этой цели. Потому что, чтобы никто не задался этим вопросом и не сказал, ты иди сюда. Вот этого вопроса быть не должно. Еще плюс на этом делаются большие деньги. Самая главная причина, на этом делаются очень большие деньги. Абдулла, давайте мы с вами подведем итог. Мы пришли к мнению, что СВО еще непонятно, когда закончится, но вы сказали, что главный фактор, который должен привести к концу этого, это когда все пункты будут заполнены и с нашей, и с той стороны, когда все будут довольно уже достигнутым, верно? Нет, скорее всего, будет так. Украина будет вынуждена на эти условия согласиться. Россия на это условие согласится, и эти условия больше могут устроить и Россию. На этих условиях вот этот конфликт может закончиться так. Экономика России будет насыщена европейскими либо американскими транснациональными компаниями, как Тут было? есть одна причина, которая не даст нам такого позитивного результата, который мы хотели бы сразу. Дело в том, что когда
есть попытка изоляции определенной территории и ее экономики. Это называется санкции, ограничения иные. То есть санкции можно разработать и вести там в течение месяца, скажем. Но для того, чтобы восстановить логистику, технологии, связи, нужны годы. Вот, это будет довольно-таки непросто. Мы долго будем из этой ситуации выходить. Но я думаю, что громадная страна, громадными ресурсами, с большой интеллектуальной, не могу сказать элитой, а с мозгами людей в этой стране, которые были всегда, вот они дают определенную надежду, что это будет длиться не очень долго, ну, годы, 3, 5, 10 лет. Абдулдерей Сэл, Масана. за то, что нашел сегодня время прийти к нам в гости и рассказать про то, что сейчас, наверное, волнует каждого первого гражданина нашей страны. Ерей Сэл. Я напоминаю нашим зрителям, что это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях был эксперт-политолог Абдулла Истамулов.